Assalamu alaikum, homie zrитель, Suri di Kılma seri, Marsha Doyle, Одештушу, Мукшай, Хат Мельвизак, Мукшвы, Каблой Шумарханш. Друзья, у меня давно не было таких выпусков уже, ну, как говорится, разговор по душам, да. Собирается очень-очень много вопросов. Связано это с тем, что приходят новые подписчики. Интересно людям, конечно, все, начиная со свадьбы и заканчивая моим сыном и вообще всем, что связано с Чеченской Республикой. Я, конечно же, сотый раз говорю, что когда-то я на это сильно как-то реагировала, возможно, неправильно, но я не знаю почему. Естественно, люди, которые не знают об этом ничего, они будут как-то реагировать, им это будет как-то интересно. Я постараюсь так затронуть. У нас просто до УРЗ остается мало времени. Я сегодня была в Хасавюрте, приехала недавно, девочки уставшая очень сильно. Привезла много-много вам красоты, но будут обзоры впереди, все будет. Но просто сегодня так захотела ответить на какие-то вопросы подписчиков, которые задают. Постараюсь на них ответить. Уразу мы держим. Сегодня тоже в Хасавюрте я была приятно удивлена. Вот по базару, где я только не ходила, в разных местах, оптовых точках, там до этого очень-очень-очень много было кафе. На каждом шагу практически. Девочки, ни одно кафе не работает. Ни одно. Вот серьезно говорю. Все держат уразу. Несмотря на то, что график у людей, которые занимаются торговлей, очень тяжелый, тем не менее никто не оставил уразу. Целый день вообще ничего нельзя кушать. Кстати, спрашивали у меня, как это происходит, так как у православных там, кое-что можно кушать, а кое-что нельзя. Жирного, по-моему, нельзя, там, я не знаю, каши, точно, я не знаю, так как я никогда не держала. А что у нас можно, что нет? У нас можно кушать все с того момента, как появилась первая звезда. Вот вечером у нас молитва, Меркиш, вечерняя молитва, Меркиш Ламас Дой, мы открываем уразу. Помолимся, мы открываем уразу. Как мы ее открываем? Как вообще полезно и как говорят это делать? Это хурма. Хурма же есть такая в пачках. Я лично открываю ее с хурмой и воду пью, да. Поем глоток воды, хурму скушаю. Просто, что представьте, чтобы в этом стрессе не был наш желудок, представьте, он сколько не кушал, и резко, если начать все хватать, а человек в этот момент очень бывает голодный, очень. Я всегда так, хурму пару штук запью водой, пойду помолюсь, на это тоже время уйдет, пока омывание возьмешь, пока там помолишься. За это время уже процесс пошел, уже твой желудок заработал, начинает бурчать все, и тогда уже сажусь, кушаю горячее, что-нибудь жидкое обязательно. Первое должно быть, ну и там салат такой. Нажраться особо, некоторые бывают, накроют стол, аж ломится. Этого и не надо. Как говорил пророк, что нужно вставать со стола с легким чувством голода, да? Не надо нажираться так, что ты уже ходить не можешь. Просто, чтобы ты вкусно, сытно покушал. Открыл уразу, раздал, естественно, что-то сарайн в этот день. Но я хочу сказать, что я в этом, как бы сказать, в этом вопросе я не упускаю эти моменты, я всегда раздаю, я всегда помогаю людям, что-то отправляю, что-то вот стараюсь подарить. Ну, я в этом плане не жадная и всегда стараюсь дать что-то. Еще один такой момент. Друзья, как-то к вам я обращалась в самом начале, я просто чуть не забыла, хочу сейчас это первое сказать. Как-то я к вам обращалась недавно, по-моему, когда мне сделали операцию, я приехала из больницы, что у нас с супругом работает парень один на работе, и у него все в доме сгорело, все буквально, дом сгорел. Тогда вы, конечно же, помогли, очень сильно помогли. Он по сегодняшний день вспоминает, благодарит. И, кстати, будет видеоотчет, в котором они покажут, что они сделали, и что уже... Ну, я бы хотела еще раз к вам обратиться. В этот священный месяц
Давайте все еще раз поможем, потому что уже осталось им немножко, а семья даже праздник встретить негде. Они живут в одной комнатушке, так как у них во дворе все сгорело, но они полностью, у них много маленьких детей в семье, муж работает тоже, ну, только недавно стал работать именно дальнобойщиком, а так он работал во дворе, там какие-то работы, грузил железо, выгружал, ну вот как-то так, такие моменты были. То сейчас он то, что и пошел на работу, он все до копейки, все туда. Просто они сейчас дошли до того, что помазали стены, и хотя бы, чтобы одна комната у них была готова, много маленьких деток, и ну, вот в таком положении семья. Пожалуйста, ради Аллаха, я в основном ставлю акцент на мусульманах, именно к мусульманам обращаюсь, потому что у нас сейчас такой дорогой месяц, и каждый рубль, каждая протянутая копейка, она обязательно зачтется вам, обязательно. А под этим видео я поставлю карточку этого парня, полностью карта будет стоять с его именем, все. И, пожалуйста, кто может, даже 100 рублей, даже 200 рублей, даже 50 рублей, кто сколько может, а, давайте поможем ради Аллаха в этот священный месяц. Жалко, хочется, чтобы люди отметили этот праздник, хотя бы, чтобы одна комната у них была готова. Я еще раз прошу, давайте, сегодня многие из нас имеют крышу над головой. Это самое главное, что есть. Не обязательно, чтобы мы жили богато там. Главное, что у нас есть она крыша над головой, или есть где лечь, где встать. А вот семья в такой старой комнате ютится, там у них и кухня, там у них и ванна, там у них все вместе, комнатушка маленькая, много детей. М, Условия, не всем позволяют условия быстро это все сделать, но вот семья нуждается в нашей с вами поддержке. И самое главное, что это наш с вами долг, долг мусульманина помогать тому, кто слабее, да, у кого положение очень такое, как бы сказать. Я очень прошу, ради Аллаха, давайте поможем. Номер карточки я поставлю в начале комментариев, закреплю в описании. А, Мне вчера это супруг сказал, у них там группа есть, где водители, и там тоже, ну, и главный, а он супруга моего двоюродный брат. Я просто услышала, меня, если честно, никто об этом не просил. Я просто услышала, что он своим камазистам говорит, ну, вот у них зарплата за рейс, им 20 тысяч он платит. В месяц они 7-8 рейсов делают они. И вот он говорит, давайте скинемся хотя бы по 10 тысяч. Ну, все зарабатывают неплохо, скажем так. И на это дело, тем более этот парень, он очень хороший. Он, знаете, такой, бывает вот такой человек в команде, который шустрый, и которого ты о чем бы ни попросил, он всегда все сделает. Тут у него нет такого, ой, не хочу там, или ты... Вот такой шустряк парень, да, как я поняла, вот как мне супруг рассказывает. Вот недавно у него там машина сломалась, у моего супруга. Ну, там что-то такое, не так уж. И он день поехал, а второй день у него что-то спина прихватила. И этот парень там сам подремонтировал все, что надо, сделал, машину, фуру, представьте, огромную, вымыл как с завода. Ну, в общем, как бы, знаете, его как бы об этом никто не просил, вот он сделал такое благое дело. Ну, такой парень, знаете, в руках все горит, и молодец, не ленится. Ну, просто сейчас это все, тем более все подорожало, просто, наверное, ему тяжело, это не в силах. Просто, в общем, у кого есть возможность, давайте, пожалуйста, сколько сможем, ради Аллаха. Дальше, ближе к теме, дальше идем потихоньку, что успею сегодня, постараюсь вам рассказать. А, По поводу Исхана тоже, опять-таки, иногда порой злит, иногда понимаю, люди не знают, увидели вот видео, но люди-то не владеют информацией. А некоторые могут и со зла писать, да, но тем не менее, я еще раз хочу сказать, мой сын не на Украине, мой сын дома, в Чеченской Республике, срочник, проходит свою службу. То есть он никого не пошел, еще один убийца, вот этого всего не пишите, он никуда не пошел, никого убивать не пошел. Мы уже раза 3-4 его видели, естественно, если бы он служил где-то там, мы не имели возможности так часто его видеть, поэтому не нужно выдумывать всего этого. И что я хотела сказать, что я настолько довольна этой службой в данный момент, машаллах, чтобы ничего не изменилось, чтобы все так и было.
а довольна тем, что, ну, во-первых, я была изначально довольна это тем, что он говорит: мам, кормят вообще идеально, идеально кормят, все дают вообще. Я говорю: ты хоть не голодный, ты хоть не голодный, ну, материнское сердце. Он говорит: нет, мам, все нормально. А то сейчас, когда начался этот месяц урожая, все до единого. Представьте, срочка, служба, там все. Там у них и бег, там у них разгружают продукты, там где-то в столовой помогают. То есть на посту стоят. То есть эти ребята, они постоянно на ходу. Бег, тренировка, там приехали Уралы с какие-то там, то кровати привезли, то там ящики тушенки, сгущенки, там все это склады разгружать, мука, сахар. Вот они всегда в чем-то задействованы, что-то они делают, бегом, бегом. Что я хочу сказать, что мне нравится, как начинается их день. Теперь, ну, несмотря на то, что кто на посту стоит, кто как, они в 3 часа ночи у них подъем. Вот, они идут в столовую, 3 часа ночи они кушают. Все, потом все вместе идут в мечеть, прямо во дворе мечеть, молятся. И тогда, ну, там буквально, ну, где-то в 4, полпятого ложатся, и тогда, наверное, где-то в 7 у них подъем. Так-то раньше, но вот в связи с этим чуть-чуть там позже. Я так думаю, по-моему. Ну, в принципе, что график такой. И я настолько этим довольна. Вот смотрите, ребята проходят срочку, они полностью познают эту жизнь, что жить не так-то просто, что делают из них настоящих бойцов, да, настоящих мужчин, чтобы они вышли настоящими мужчинами. И в то же время, представьте, я вот в Хасавюрте походила, вот целый день голодная, девочка, у меня нет, пусть меня Аллах простит, у меня нет сил. У меня нет сил даже вообще просто, знаете, вот что-то вот там, лук порезать, картошку. Вот сейчас Анжела готовит нам ужин. Ну, открывать Уразуму будем. У меня бы сейчас не хватило сил. Просто я никакая. Я Паша, у меня силы, у меня настолько, как сказать, слабость такая, да. Знаете, я вот просто потеряла все силы. Но вот первые дни бывает тяжело. И плюс то, что бегом. Бегом, бегом. 2 рынка, и 2 их огромных, вот эти склады оптовые. Везде хочется пробежать, везде посмотреть на цены. Потому что цены скачут ужасно. Где-то подешевело чуть-чуть, где-то подорожало, где-то что-то. Я насчет кастрюль вот этих УМС, ПАРЕМ, ну вот это вся Турция. Я хотела сказать, девочки, что мы их покупали за 8 тысяч, 8200, закупочная цена, да, например. Сейчас они там на месте 9700, 9800, тамошняя цена 10 тысяч, закупочная. Так это все нужно погрузить, нанять газель, 5-6 тысяч заплатить по-любому, чтобы это все привезли домой. Целый день там пролазить, послаживать, понимаете? И там одна персона написала, вы типа у нее не заказываете, она цены не говорит, потому что у нее для всех цены разные. Нет, ни в коем случае не слушайте этот бред собачий. Почему? Потому что цены, вот я вчера брала в одном магазине текстиль, пледы, практически 2 одинаковых пледа. Только разница в чем? Там в одном просто плед, а в другом 2 наволочки. Но, как оказалось, тот дешевле другого. Почему? Потому что он был ранее завезен с тем товаром до поднятия цен. А тот уже как бы попроще, но он дороже, потому что его привезли уже с поднятием цен. И одну неделю я поехала одна цена, другую неделю я поехала совсем другая цена, понимаете? И получается так, что один человек недавно купил по одной цене, а через неделю спросил, а тут уже другая цена. Так же и я. Я вот ей говорю, извините, а я вот вас покупаю. Она говорит, девушка, цены поднялись. Понимаете, я и так стараюсь, она говорит, по минимуму. Поэтому как-то на это нужно понимать и как-то, ну, я не знаю, как-то думать чем-то, прежде чем написать. Хотя бы чем-то нужно думать. Вот, что я хотела сказать. Я настолько довольна за Висхана, за то, что вот это именно в молитве, то, что их вот так вот держат там, чтобы они не пропускали ни одну молитву, чтобы они молились, чтобы они держали пост, находя это как сложно. Но тем не менее, они этим всем занимаются. И у Висхана нет таких слов, что там, ой, мне тяжело, я устал. Да не, мам, нормально, говорит, ты знаешь, нормально.
Я говорю, бегать еще, по кругу бегать и нормально. Ну, вот что значит молодой организм, да? Вот что значит молодой. Он Мисхан и так скинул капитально, потому что сколько маршировок сделали, сколько всего. Он вообще сейчас миниатюрный. То ему пробежаться, конечно, сил, наверное, сил такие не уходят, как если бы и мне пробежаться, да. Но я что хочу сказать, альхамдулилла, я очень-очень довольна. Очень и очень довольна начальством, как к ним там отношения. Если ты ведешь себя нормально, выполняешь приказ, не лезешь куда тебе не надо, очень даже отличнейшие условия. Первое, что, первый признак, что с них будут люди, что с них будут человеки, это молитва и вера, да. Она не даст им стать плохими людьми, потому что они знают, что за все это будет наказание от Всевышнего. Это самое первое, что должно быть, и чему я довольна, что в армию там это, ой, некогда, то все, этого нет. Конечно же, для молитвы есть свое время, и в тот момент обязательно человек должен совершить молитву. Обязательно. И то, что там вот это, в этом плане вот так вот с этим строго все ребята, выслали фотографии там мне, не Висхан, конечно, с чего-то телефона прислали, ребята сидят, молятся. Но это не просто какая-то молитва бывает, они делают у себя в казарме, а вообще они идут в мечеть. И все садятся, и все на поклон. Представьте, это очень дорогого стоит. Ведь перед каждой молитвой нужно сделать омывание. А это, ну, непростой такой, непростая такая процедура, что там, если бы ты просто там бегал, ходил, раз, встал, помолился. Нет, нужно обязательно пойти к рукомойнику, в ванну или куда там, полностью 3 раза помыть каждую руку, 3 раза лицо, сполоснуть нос, уши помыть 3 раза, каждую ногу помыть 3 раза до колена. Ну, не прям до самого колена, но хорошо помыть прям капитально по 3 раза каждую ногу и произнося молитву. И это 5 раз нужно в день сделать омывание, прежде чем совершить молитву. Я, альхамдулилла, я очень довольна, что там вот так вот все, что вот Висхан еще каждый вечер позвонит, все, мам, что вы открыли уразу, что кушали, долго был дойлшу, вот и что гылк дуй, цулдох кумца дать. Меня это очень сильно устраивает, то, что вот так его учат к этому, то, что все. Поэтому я очень довольна. Проходит мой сын службу у себя на родине, в Чеченской Республике. Не нужно выдумывать. Ну, как-то вот так вот с этим, да. Вот так вот я просто хотела донести то, что для армии это очень хорошее условие. Просто очень. Просто у меня нет слов. Я настолько довольна всем этим, что вот так. Всегда спрашивают, как там зрители, как там подписчики. Всем привет передавай. Ну, уже соскучился. Соскучился, уже хочет домой. Просто у них в связи с этой обстановкой их не пускают на выходные. А так их раньше пускали те, что были срочки, их отпускали домой на выходные, там, скажем, месяц раз, так как проходили службу у себя на родине, Чеченской Республике, то, ну, сейчас в связи с этими такими условиями, ну, он доволен, говорит, мам, мне очень нравится, друзей нашел. Конечно, лучше дома нет ничего, говорит, но я доволен всем, то, что происходит. Сейчас, говорит, весна начнется, сказали, будем, там же у них, ну, газоны, зеленая травка во дворе, очень красиво. Он говорит, сказали, будут косить, будем косилками косить траву, там работы будет много. А я сказала, да меня это не пугает. Я со своей матерью такую срочку прошел, что меня уже ничего не пугает. Я эту траву косил за лето по 100 раз, говорит. Поэтому я говорю, видишь? Он говорит, да, мам, пригодилась, видишь. Многие не знают, как ее в руках держать, эту косилку. А я, видишь, я, ну, за все. Если что-то разгрузить, там машины приедут, так Висхан вообще шустрый в этих планах. Дома и мебель таскали, и разгружали, и стройка, и газель. Висхан вообще работал у меня, было какое-то время, работал грузчиком в хозяйственном магазине. Он столько этих газелей разгрузил, что ой-ой-ой. Поэтому он раз-раз, машина приехала, он сразу наверх, бегом-бегом. Ну, в общем, естественно,
Ну, в этом плане он у меня подготовлен. Несмотря на то, что один в семье, там, ой, сыночек, там, это, тетя Пусть, я тебе говорила, этого я не люблю. Сыночка, нет, дети должны приучены быть к труду сразу. И сколько мы трудились в свое время, сейчас, когда они подросли, будьте любезны. Я вот сейчас сегодня приехала, я уставшая, у меня сил нет никаких, совершенно, у меня нет никаких. Я говорю, Анжела, давай, детка. Хотя Анжела тоже во дворе подметала сегодня, убирала, приехала домой, перетаскали весь мой товар, хоть и не одна, все вместе, его очень много. Полная газель пришла забитая, все нужно было и в склад отнести, и в ту комнату послаживать. В общем, у меня сейчас намечается грандиозная перестановка, девочки. Я хочу, ну, в свекрови комнате тоже будет у нас ремонт, большой ремонт будет. И она хотела себе попроще. Ну, то есть купить какой-то небольшой шифонер, какую-то кровать, постелить ламинат на пол, утеплить пол, потому что у нас там пол, там под низом бетон и сверху, ну, вот эти листы, конечно, как бы, чтобы согревали, и сверху линолеум. Но это давно еще было. То сейчас мы хотим это все убрать и постелить ламинат. И вот этот шифонер, я сначала думала, огромный мой большой шифонер, он раньше здесь стоял, шестидверный, коричневый, и кровать с тумбочками. Я хотела на Авито продать, думаю, пусть за низкую цену, ну, хоть за сколько-то, да, ну, не выкидывать же, жалко. Он хороший, шифонер целый, кровать целая, в принципе. Вот. А теперь я подумала о том, что его нужно перенести туда, в ту комнату, где у меня товар. Все оттуда. И этим мы сегодня займемся. Сейчас уразу откроем и будем работать, пока супруг не уехал, чтобы он разобрал нам шифонер, чтобы все это кого-то позовет, может, друга, чтобы вынести его. Я хочу его перенести в ту комнату, не где у меня склад, а вот где у меня там для обзора лежат вещи. Туда его поставить. Он, конечно, длинный, он полностью не станет. На одну сторону 2 отдела, на другую сторону. И туда тогда много товара мне получится сложить. Потому что раз, бывает, по слуху собираю, ой, раз того нету, того нет, того. Мне приходится бежать аж туда, по ступенькам, где у меня кладовка, а там прохладно, и там это все у меня сложено под потолок. Где-то искать, свет там тусклый. Ну, в общем, чтобы я много товара поместила в этот шифонер на полке. Разложу там на 2 полки полотенцами, там банные, там ручные, там для этого там на той стороне пледы, там другие пледы, чтобы я знала уже. И мне так как бы будет проще. Этим всем мы, иншаллах, хотим сегодня заняться, вот открыть уразу сейчас, немножко передохнуть и за работу. Вот. А там у свекрови комнаты будет ремонт. Еще, что хотела еще сказать. Тоже на днях уже придут, иншаллах, накрывать крышу. Уже вот вроде погода. Накроем крышу. И вчера уже приезжал рабочий к нам. Кстати, рабочие те, что строили нам дом. Значит, арку между 2 домами будет делаться арка из кирпича, друзья. Там у меня, знаете, какой момент? Вот эти у нас забор бетонный, не железный который, а который бетонный. Он, конечно, очень-очень давно меня раздражал, он мне очень не нравился. И плюс, смотрите, построенный дом и забор этот бетонный, и между ними вот так вот место. И это место ничего не заменяет, там ничего нет, да, понимаете? Туда мешки с мусором бывает ставим, там и так мусор собирается, кто бумажку кинул, кто что. В основном это место так, ни о чем. Зря вот такой кусок хорошего места, как бы он остается зря. То сейчас ворота железные, ну, это бетонные стены, мы вызовем трактор, погрузчик, он их все поломает, и это все вывести куда-то надо, этот весь мусор. А покупать будем новые ворота, белые. Может быть, они будут белые с темным, может, они будут просто молочный цвет, под цвет крыши и под цвет окон тоже. Вот эти стеклопакеты будут, все это будет под цвет. То вчера показали образец арки. Если честно, я такой образец еще не видела. И я прям сразу влюбилась в этот образ. Мне сразу это очень понравилось. Там, значит, как, там опять решим точно. Она есть в квадратном виде, да, вот вы понимаете, что такое арка, да, это между 2 домами, это скрепление для ворот, да, то есть от одного дома до другого из кирпича сделан такой квадратный, либо это квадратная, либо полукруглая арка.
И, кстати, на нее уходят деньги так же, как, можно сказать, и на стройку дома. Ну, вот, грубо говоря, да. Представляете? Там за одну работу 1170-200 нужно отдать только за саму работу. За то, что, потому что и там, знаете, много отходов, это большая возня, потому что там же нужно вырыть траншею, залить туда бетон, а вот эти столбы, где будут стоять, туда арматуру нужно, залить туда бетон, и все это кирпичи там, где половинки кирпича много надо, и цемента много надо, и арматуры надо, то там за одну работу около 200 тысяч. И на материал как бы не больше. Понимаете, эта арка выходит очень дорого. И ворота тоже меньше, ну, 170, 160, вот такой, вот такие ворота, вот такая цена. Ну, из тех, что я хочу, например. Я хочу красивые такие ворота, прям, чтобы они... И вот представьте, как это будет сочетаться. Вот этот арка, кирпич там два разных цвета, не однотонная она. Там будет цвет такого кирпича, как, из которого у нас дом сделан, и белый. Будут комбинировать, понимаете? Белое с не с красным, вот такой какой-нибудь старый остов, вот у него цвет такой не оранжевый даже, но вот такой вот он, да? Желтый цвет. Вот этот желтый с белым кирпичом будут комбинировать, да? И вот представьте, крыша такая, у нее цвет будет, ну, бежевый цвет, то ли молочный. Крыша, окна, на доме этот кирпич, ворота тоже под цвет крыши, и даже арка тоже, и цвет крыши, и цвет дома кирпич будут вот так. Я думаю, что это будет очень красиво. Я уже примерно вижу этот общий вид. Потом, конечно, за двором пока, может, временно щебенку посыпем, а так во дворе за двором плиточка. Мне хочется лавочку поставить такую за двором, знаете, такая лавочка, как вот в парках стоят. И у нас продаются такие лавочки, я вот видела, сильно-сильно вскрытые лаком, аж блестят. И вот на воротах вот эти фонари повесить, лавочка стоит. И я говорю Анжеле вчера, Анжел, знаешь, продаются там вот эти разные, во двор ставят там гномики, там лисички, да, там разные там медвежонки, зайчики. Ну, вот для деток делают палисадники, там где-то какие-то растения. А мне хочется, чтобы лавочка стояла за двором, и вокруг лавочки с одной стороны и с другой стороны стояли два волка. Ну, такие, как не игрушки, а вот как статуэтки или как два волка. Анжела говорит, а на волках где-то в глазах скрытые камеры, что полностью показывало, что происходит на улице. Ну, в общем, вот так вот посмеялись. Да, девочки, планов много, работы сейчас будет много. И денег надо тоже очень много. Ну, я, как говорила, собираю давно свою эту шкатулку. Она у меня тут рядом, кстати. Она у меня здесь рядом. Вот. Собираем Висхану на машину. Но я думаю, тяжеловато, хорошо уже. Мне придется туда окунуться. Потому что Анжела говорит, о, Висхан же, я говорю, Анжел, ну потом уже будем собирать на машину. Почему? Потому что, а дом кому строим? Не Висхану? Ну как-то, она говорит, ну да, все правильно. Я говорю, а потом уже с домом давайте закончим, а потом уже на машину насобираем. Пока ж машина есть, говорю, ну а как, говорю. Надо закончить с этим. Нужно сразу же, только крышу накроет, нужно сразу заказать окна, двери, чтобы поставили витражи. А и там тоже, я не знаю, сколько уйдет, 300, 400, потому что они огромные, витражи, они огромные, и двери, там тоже хорошо уйдет. Поэтому все свои заначки, заканачки, доллары, евро, все нужно будет доставать. Я как-то, и даже сейчас, когда курс поднялся, я почему-то пожалела, что я их не поменяла. Очень пожалела. Но, как говорится, целее будут, пусть лежат. То есть, вот так вот, девочки. Вот такие вот дела. Работы еще, конечно, очень-очень много. Но как-то так. Вот такие вот дела, дорогие мои. Сейчас я вам хотела показать Василек. Мне пришла посылка, чтобы вы посмотрели. Вот. Что еще хотела сказать, что у меня тоже будет запись ролика, может быть, завтра или послезавтра. Тоже одна интересная тема, которую я хотела затронуть, которая часто поднимает вопрос тоже, то обязательно вы тоже задавайте вопросы, если что, кого интересует, потому что подписчиков многих интересует все. Кстати, у нас
10 числа с вами мастер-класс. Мы будем смотреть на то, как самые лучшие повара готовят самые лучшие блюда. Будем учиться с вами смотреть. Всех приглашаю с собой в этот мир кулинарии. Будет очень интересно. И у нас на горизонте очень-очень много свадеб. Прям очень много свадеб. Иншаллах, вы побываете там вместе со мной. Будет очень интересно. Так что задавайте вопросы, что вас интересует. Я постараюсь отвечать. Ну а сейчас небольшой обзор василька. Посмотрите, пожалуйста. Друзья, ну начнем с этого платья. Платье, правда, я уже один раз постирала, и поэтому начну с него. Уже в нем ходила. Вот такое вот платье. Посмотрите, какая красота. Тоже хорошие платья такие, знаете, для лета ходить дома по двору, делать там какие-то свои дела. Мне очень понравилось. Вот такое платье. И материя очень хорошая, такая необычная. А ссылочку я оставлю в описании. Обязательно тогда посмотрите. Девочки, кстати, платье таких я заказала два. Которое на мне 54 размер был, а это 56. Это у меня заказала девочка платье. Ей очень понравилось, она заказала. Вот поэтому я одно для себя, одно для нее. Оно точно такое, я не буду открывать. Оно так выглядит в закрытом виде. Дальше. Вот такое вот платье. Тоже. Синее. Мне оно очень нравится, девочки. Но, если честно, я бы его продала. Это какой размер? 56. Почему? Потому что я покупала, заказывала себе, чтобы было посвободней. Но рукав оказался очень короткий. Я такой рукав даже дома не могу носить. Я почему-то, как говорится, немножко не рассчитала, что ли, да. Оно платье симпатичное, оно длинновастенькое такое, и расцветка очень красивая, но очень короткий рукав, поэтому я не могу даже дома его носить. Поэтому оно не совсем длинное, девочки, оно вот, видите, оно свободное для крупных женщин, это 56 размер, поэтому если кому понравится, то, пожалуйста, можете у меня его купить без проблем. Без проблем продам, потому что я его носить не буду. Ну, никуда это не подходит. Слишком короткий рукав. Хотя материя мне так понравилась. Прям такая полосочку. Я люблю такое. Либо в полоску, либо в горошек. Да, мне нравится. Очень красивое платье. Кстати, я цены потом скажу. Вот, девчоночки мои дорогие. Девочки, вот таких тоже два платья черных. Один 54, другой 56. Если честно, одно уже висит на веревке постиранное. Уже мы пользовались ним. По-моему, какой-то 54, да, 56. 56 размер у нас висит на веревке. Платье с капюшоном. Очень хорошее. Красивое. Вот такие надписи внизу. Прям хорошенькое платьечко. Но если кто его захочет, то тоже может приобрести. Напишите мне. Потому что после стирки 56-е я одела, мне нормально. В смысле, может быть, они маломерят, мне нормально. А 54, он прям в обтяжку. Я еще хотела сказать, что я, хоть я недовольна, но я очень поправилась. То 56-й, я вот в нем одела, походила, постирала, он как раз на меня нормальный. Прям как раз мне подходит на мой размер. Платье очень классное. У меня такое цвет оливки, по-моему, есть. Вы видели, да? Вот. Очень хорошее, удобное. Сверху курточку можно одевать. И безрукавку можно одевать. Ну, я заказала еще для Анжелы. У Анжелы такое черное есть, но у нее 46 размер. Я заказала для Анжелы еще зеленое, цвет оливок тоже. Сейчас покажу вам. Вот таких два мне пришло платья. Два вот таких мне пришло. Вот. Поэтому, если 54 размер кому понравится, то можете приобрести. Кстати, да, очень классное платье. И именно вот такая погода, осень-весна.
хорошо смотрится, с капюшончиком. Материя очень-очень хорошая. Очень. Я очень ей довольна. И вот такое. Это я заказала для Анжелы. У меня тоже такое есть. Раньше, по-моему, там были еще красные цвета, но сейчас вот эти зеленые, вот этот цвет, цвет оливок и черный цвет. Да, это у нас 46 размер. Но он же 44-46, когда вот 46 размер. Это для нее тоже такое платьечко. Очень красиво. Как-то я была на эфире, вы говорили, Киса, тебе очень идет этот цвет. Вот поэтому я заказала для нее. Ей тоже нравится это платье. Ходить там, выходить. Вот. Симпатичное очень платье. Я скажу обязательно цены, девочки. Обязательно цены. Но я хочу сказать, что у меня, моему платью уже года 2 такому. Я в нем и на рынок за товаром езжу. И так бывает, когда куда еду. Вот до Зули ездила, я одевала черное такое платье. Думала, вам покажу, но вот. Очень красиво смотрится. Здесь завязывается. Ну, вы видели меня на обзоре. Я даже в этом платье есть. У меня есть ролик. Очень хорошее. Классно смотрится. И качество классное. Я о чем? Сколько раз я уже стирала, ничего с ним не произошло. Ни нитки не потянулись, ничего. Просто капитальное качество. Очень-очень-очень хорошее. Сейчас я посмотрю, где-то у меня здесь накладная, чтобы сказать вам цены. Вот. Так. Платье длинное с разрезами 1260. Да, у меня их 3 платья, они все 3 по 1260. Платье Пари синее, трикотаж. Это вот это вот. Вот это синее трикотаж. Оно 1106 рублей. Вот. Потом Боха Лимон называется вот это платье. Это Боха Лимон называется. Платье Боха Лимон. Они 1382. По 1382. Ну, вот такие цены. Все вам сказала, как бы, девочки. Я бы сказала, что цены очень даже хорошие. Да, вот написано платье Боха Лимон. Размер 56, 100% хлопок. Параметры 170, 112, 118. Здесь написано. Дата изготовления февраль 22 год. Кого интересует еще. Девочки, на этом буду заканчивать. Ставьте лайки, пишите комментарии. Заказывайте. Очень много привезла полотенец, покрывал разных, которых вы еще не видели. Покрывала с наволочками. Вот такие платья-намазники в наборе с платком. Очень красиво это смотрится. Это идет, есть, я показывала вам и розовые цвета, есть и зеленые цвета. Ну, как цвет зеленки. Есть вот такое тигрица, светская львица. Поэтому заказывайте. Платье тоже привезла. Есть в наличии. Покрывало есть в наличии. Покрывало с наволочками еще. Ну, да, с наволочками еще не показывала, но покажу. Полотенец море разных. И банных, и для рук, и таких. Посуда. ОМС, Парем. Это все в наличии. Пишите, обращайтесь. Задавайте вопросы, которые вас интересуют. На все постараюсь ответить. Все, всего вам хорошего. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я вас всех очень люблю и уважаю. По поводу дома, по поводу ворот. Еще вопрос немножко поднять. Если кто, может, живет, я знаю, у нас село Найбер, там изготовляют эти ворота, делают. Может, кто есть с того села, может, кто подскажет, где можно найти подешевле, где можно найти, чтобы выбор был огромный, то буду очень рада, благодарна такой информации. Все, адекуэл, марш эл, марх не ждал обулдуэл, шовизендел. Всем до свидания. Девочки, я посмотрите, что еще купила вчера. Какую красоту я себе купила. Под цвет стола. Вот такую вот хлебницу. Красивая, правда? Вот Версачи. Здесь видите?
как и на столе здесь, под цвет. Хлебушка. Вот такая с крышкой. Сюда можно и торт, и чайпик, и хлеб. А то у меня крышка была треснутая. Но она не потому, что мы поломали, а потому что, когда я товар везла, она у меня прям в машине треснула, и я вынуждена себе ее оставила. Вот. Все у нас уже готово. Сейчас Анжела суп сварила, да, Анжела? Вкусный суп. Сейчас порежем все остальное, нарезки, колбаски, там что. Салат сделан. В общем, вот такие вот дела. Девочки, как вам все купить? Как вам что привезти, если глаза разбегаются? Девочки, еще такой момент. Вот знаете, вот бывает такое, что вот я сейчас вам приведу пример. Да, например, сейчас, секунду. Вот такие полотенца я в тот раз привозила. Они были так же, как вот здесь, по 6 штук, да. В этот раз я приехала на базу, все, их уже нет. Есть другие, но именно этих нету, понимаете? Бывают такие моменты. Они, в принципе, все, не то, что в принципе, у них качество у всех одинаковое, они очень хорошие, мягенькие. После стирки с ними ничего не происходит, они грубыми не становятся. Просто сама расцветка, да, вот, например, я в тот раз брала, было такие с ромашками. Вот этот раз приезжаю, другая, вот уже на базу другой товар привезли. Хотя качество все тоже. Поэтому, пожалуйста, это имейте в виду, что может быть один раз так, другой раз так. Вот с ромашками. В тот раз я принесла 6 штук, сейчас я спросила на базе. Она говорит, у них закончились, новые еще не привезли. Поэтому как-то к этому относитесь, пожалуйста, с пониманием. Которые я привезу сейчас, они ничем не хуже. Они тоже очень красивые. Здесь разные расцветки, вот такие, посмотрите. Они, это вот, например, для рук, да? Вот эти вот со львом, тоже отличные, шикарные полотенца. Они есть для рук, они бывают для лица, они бывают банные. То есть с этим понятно, да, чтобы потом просто... А то, о, я же вам заказывала это. Просто люди, каждый человек сам по себе. Есть люди с характером, есть которые с пониманием относятся. Ну, вот, чтобы, ну, вот так вот. Вот такие вот полотенца детские я вам показывала. Мягкие, девочки, качество реально просто супер. Реклама рекламой, но нужно отдать должное, что качество очень хорошее. Посмотрите, расцветочки тоже немножко разные здесь. Вот с розовым оттенком, здесь вот такие вот оттенки. Вот оно висит, это полотенчика для деток, ванну. Мягкое. Ваши детки, и вы будете меня благодарить за такую посылку. Действительно, качество очень хорошее, девочки, очень. Просто вместо 1000 слов, как говорится. Вот такие расцветки есть. Эти я еще не привозила, но я сейчас возьму. Вот такие вот есть, как бы с варежкой. Чтобы вы просто имели в виду, что раз на раз не приходится. Что бывает, на базу приходишь, вот оно, это полотенчика, вот оно. Одна расцветка, бывает, приходишь другая. Вот то есть это все бывает, как говорится, по-разному, девчонки. Хорошо? Чтобы вы просто меня понимали, о чем идет речь. Хорошо? А так они все, девочки, они все просто прекрасны. У них у всех хорошее качество. Абсолютно не могу ничего сказать плохого. Они просто шикарные, великолепные. Их тут разных, банные, огромные. Если кому-то, может, нужно совсем большие размеры для сауны, то вы заказываете, спрашиваете. Все это мы, как говорится, организуем, сделаем без проблем. Вот такие вот тоже банные. У меня они для рук есть. Кстати, я Зуле дарила такие для рук, да, для рук. Ну, в общем, вот эти тоже, это... Котик сидит, отвернулся к нам. Вот эти тоже. Вот эти только ручные или еще не бан? Да, вот эти остались пока у нас только ручные. Ну, все, что будет, я все буду стараться вам привезти, девочки. Вот такие вот еще с бантиком тоже. Вот такие 4 в наборе. Далее, вот эти только ручные. Вот такие у нас только ручные. Они, в общем... Девочки, я привезу новый товар, все это вам я покажу.
Вот такие котики. Тоже надо взять. Они у меня, по-моему, закончились. Тряпочки заказали. Тоже куплю сейчас. Ну, в общем, девочки, еще пледы у нас будут новые. Покрывала даже. Не пледы, а покрывала я вот беру. Они идут в наборе с наволочками. Дома я все раскрою, покажу, расскажу. И, кстати, доски еще привезли, девочки, в квадратном варианте. 3 доски. Комплект идет 3 доски и каталка. Вот очень красивые расцветки у них, прям необычные. И прям они толстые. Многие спрашивают, что за качество. Это дерево. Не пластик, не что-то другое. Versace. Потом, ну это да, такие я показывала. Также круглые, девчонки, посмотрите. Круглые тоже разные расцветки есть. Фартушки. Фартушки тоже я возьму. У меня они почти закончились. Очень-очень красиво, девчонки. Просто прелесть. Для кухни просто прелесть. Полотенце неделька кофе тоже возьму. Они есть и такие, вот такие. Разные. Какие ваша душа пожелает. Вот так вот полотенчика. Вот такие вот недельки тоже есть и с фруктами. Есть вот такие вот. Ну, в общем, разные. Вот эти вот самые тоже ходовые, очень хорошие полотенца. Ну, просто супер. Вот такой вот маленький тоже можно на подарочек. Вот эти вот они тоже, девочки, банные комплекты. Кому надо, вы спрашиваете, заказывайте. Они вот здесь упаковки, они огромные размеры. Набор халаты. Там у кого дочка замуж выходит, либо на подарок. Классный. Там набор идет халат, тапочки, да, есть? Халат, банное полотенце, лицевое полотенце основное. Халат, банное полотенце, лицевое полотенце тоже идет в комплекте. Вот такие вот на подарок тоже можно полотенца. Вот эти вот тоже, вот смотрите, банные. Вон, 1, 2, 3, 6 штучек в комплекте. Вот такие вот тоже очень хорошее качество. Вот я сейчас взяла. Я дома открою, покажу вам. Расцветки тоже прекрасные у них, мягкие. Очень-очень хорошие. Девочки, смотрите, поближе познакомлю вас с полотенчиками. Анжела, общий фон возьми вначале, да? То есть вот этих полотенец, девочки, их 12 штук в наборе. Смотрите, 3. Это наипрекраснейшее полотенце. Просто вы возьмете и вы не пожалеете. Вот так, он как бы наборчики, 3 штучки, но это не наборчик, это в основном продается. Они довольно такие не маленькие, хорошие вот такие вот, смотрите. Прям хорошие полотенчики, прям не маленькие, прям хорошие. Видите? И очень хорошие, вот вафельные, прям настолько у них качество хорошее, вы не пожалеете. И вот такая вот красота. Их в упаковочке 12 штук. И на подарочек можно. Можно 3 штучки одинаковые на подарок положить в сумочку. Ну, в общем, как душа ваша захотит. Но вариант отличный. Такие же точно кофе. Вот с кофе тоже. 12 штук в упаковочке. Друзья, дальше идем. Серия полотенец со львом. Банные идут. Здесь 3 полотенца, ну, упаковочки. Их по 3 бывает. Да, вот смотрите, у них размер 70 на 140. 70 на 140. А у этих полотенец размера 48 на 98. Это у нас идут лицевые. Также есть маленькие. Я просто хочу, чтобы вы ощутили разницу. Просто у меня со львом совсем маленьких нет. Возьми так длинные, чтобы было видно. Вот эти вот банные. Это лицевые. А ручные совсем поменьше идут. И, соответственно, цены тоже
у них разные, понимаете? Я сейчас примерно достану, чтобы вы посмотрели, какие они вот вообще на ощупь, на все это. Это уже будет новое видео. Да? Угу. Так что, девочки, вот такие у нас идут. Это банные огромные, их 3 штуки. Лицевые, их 6 штук. Вот такая красота. Ой, качество, девчонки. Качество, это что-то. Мягенькие-мягенькие. После стирки грубыми не становятся. Вот обычно некоторые, даже вот если те, что с Василька заказывают, все равно немножко грубят. Я вот добавляю стиральную это, соли или соды, там, ну, для смягчения. Вообще, а это, ну, просто супер. Мягенькие-мягенькие. Также вот такие они есть еще. Это ручные. Вот такая вот. С ромашечкой они идут тоже. Все почему-то прицепились к этой ромашке. Я бы не сказала, что они красивее полотенец со львом. Ничего не спадает отсюда, ничего не как это, ничего отпадать не будет, ничего нет, а вот все. Ты сюда, Анжела, не на рисунок рассматривай. Ты смотри, пожалуйста, в камеру. Что ты снимаешь, дитё? Вот такой лев. Я дальше с цветочками покажу. Еще есть у меня разные. В общем, девчонки, ну это реально за базар, как говорится, отвечаю. Открываем, вот. Полотенчики, девочки, вы всю жизнь будете благодарить меня. Шикарнейшие, красивые мои. Шикарные. Посмотрите, какая красота. А какие они мягенькие. С ними при стирке ничего не происходит. Вот покажи, Анжела, сюда. Мы пользуемся, я пользуюсь такими, вот. Уже сколько времени. Постирала 2. Те положила стирать, эти повесила розовые там цвета. Это просто класс. А одно достану вам лев. Показать просто, да? Но я знаю, что вы хотите посмотреть. Все равно хотите большое полотенце увидеть, как оно смотрится. Смотрите, какое оно огромное, девочки. Смотрите. Просто посмотрите, какое оно большое. Видно хорошо? О, а? Чтобы во всю длину было видно. Видите? Да. Все, вот такое вот огромное. 3 штуки в упаковке. Друзья, дальше идем. Серия полотенец со львом. Банные идут. Здесь 3 полотенца, ну, упаковочки. Их по 3 бывает. Да, вот смотрите, у них размер 70 на 140. 70 на 140. А у этих полотенец размера 48 на 98. Это у нас идут лицевые. Также есть маленькие. Я просто хочу, чтобы вы ощутили разницу. Просто у меня со львом совсем маленьких нет. Возьми так длинные, чтобы было видно. Вот эти вот банные. Это лицевые. А ручные совсем поменьше идут. И, соответственно, цены тоже у них разные, понимаете? Я сейчас примерно достану, чтобы вы посмотрели, какие они вот вообще на ощупь, на все это. Это уже будет новое видео. Пошел. Так, девчонки, серия вот таких полотенец. Смотрите, мои хорошие, это чудо и чудес. Запомните меня сначала. В наборе 6 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Полотенчики, ну просто супер и чудес. Они, это как, идут Versace. Посмотрите, Versace будет нас вспоминать. Versace. Да, Versace. Они прям большие. Их можно использовать как банные, так и для лица, потому что у них размер, отойди чуть подальше, чтобы люди увидели полностью рисунок. У них размер такой, что можно и для бани, тут же видите, и для бани использовать. Вот посмотрите, какое большое полотенце. В наборе их 5 штук, красивые мои. Смотрите, какие шикарные наборы. На подарочек, пожалуйста, можно подарить. Самим использовать. Качество отличное. И красивые очень. Такие недельки тоже, они называются неделька. Вот. Ну, у меня просто нет слов, девчонки. Они все очень хорошие. Кинул стиральную, простернул. И размеры, соответственно, тоже у них красивые, хорошие. И недорогие. Вот такая шикарненькая упаковочка. Все упаковано, все красиво. Для детей, для внучек бабушки берут.
На замужество, на приданое слаживают, берут у меня. Поэтому, ну вот так вот, девчонки, берите. Все классно, реально говорю.